Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство сельхозтехники. В Узбекистане задействованы все резервы для поддержания экономики и доходов населения на стабильном уровне, подчеркнул президент. Развитие химической, агротехнической и автомобильной промышленности страны в условиях спада глобальной экономики 16 апреля обсудил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Важно отметить, что глава государства поставил задачу сделать производимую в Узбекистане сельхозтехнику более доступной для фермеров и дихкан. В первую очередь, предлагается ввести льготы на кредиты для ее приобретения, а во-вторых, внедрить систему продажи техники на основе электронного заказа. По этой причине Шавкат Мирзиёев дал поручение по оптимизации производственных процессов на основе анализа цен на технику и повышению уровня локализации. Цель локализации – выпуск доступных отечественных тракторов, которые отвечают запросам наших сел и по карману дихканам, сказал Мирзиёев. Более того, в Узбекистане собираются ускорить процесс механизации уборки хлопка. Исходя из этого, руководитель страны поручил к сентябрю 2020 года выпустить на поле не менее 1000 хлопкоуборочных машин, а также для их обслуживания организовать сервисные центры. Следует отметить, что планируется уделить особое внимание созданию собственного производства запчастей и комплектующих для автотранспорта и повысить долю продукции местного производства, которая на данный момент составляет 9%. К тому же, перед ООО «Автосанаат» поставлена задача до конца 2020 года обеспечить локализацию 300 видов комплектующих, возимых из-за рубежа, и наладить их собственное внутреннее производство. Помимо этого, в планах разработка новых современных моделей автотехники на заводах Самото и МЭН, востребованных в аграрной отрасли, а также стимулирование коммерческих банков, выдающих автокредиты. Шавкат Мирзиёев также поручил предприятиям химической промышленности Узбекистана увеличить производство. Так, в 2020 году намечено выпустить продукцию на 9 триллионов сумов и осуществить экспорт на $280 миллионов. Кроме того, перед соответствующими акционерными обществами поставлена задача сдать в эксплуатацию проект по выпуску азотной кислоты и увеличить мощности по выпуску чистящих и дезинфицирующих средств.